Мы сегодня живем, вот так вот собираемся, мы еще бодрствуем. И то, как очень дерзко рискует нынешняя власть, позиционируя себя. Я думаю о том, что эта конституция, которая была вынесена Джохор Кенешем, большие были дискуссии. Тут недавно наш Умирбек Текебаев высказался, что почему он за то, чтобы этот парламент еще жил. Я думаю, он один там изменил обстановку. Мы это знаем. И этот парламент жив, потому что есть нужды, почему он еще остается. Вот, дорогие молодые юристы, хочу сказать, слушайте, у нас впереди бюджет. Нам нужно утвердить бюджет на следующий год. И парламент этот, при всем при том, что он должен просто распуститься, или сегодня мы бы погнали всем этим залом его прочь, надо обязательно утвердить еще и бюджет следующего года. А сколько, вот вчера Канабек Иманалиев рассказывал, а сколько проектов, которые уже в отложке, и уже все те кредиты, которые страна должна была бы получить на развитие, мы не получаем. Я заканчиваю. Я сожалею, что парламент, которому дано жить на сегодняшний день, вот так вот бездарно тратит свое время, вот так бессовестно ведет себя перед кыргызским народом. Я думаю, что пора помниться. Надо нам сегодня говорить о том, что основной закон – это договор между обществом, между властью. Вот такой договор, который прописали. Еще вот, знаете, я не очень поняла господина Садыра Нурбаджоевича на предмет того, что он говорит, Конституция 2010 года написана во имя одного человека, группы людей. Слушайте, ну мы все, у нас нет амнезии памяти. Все хорошо помнят, международные оценки были даны. Мы в стране об этом знаем. Это абсолютно не соответствует истине. И я хочу призвать нынешнюю власть. Слушайте, почему бы этой власти не опираться вот на это сообщество грамотных, продвинутых и умных людей? Я радуюсь, что мы за все эти годы вырастили вот такой класс, политический класс, у которого есть знания, мышление, видение. И рада тому, что растет новая поросль. Смотрите, какие у нас две жемчужинки новые выросли за последнее время. Я думаю, что это наше счастье народа, что мы идем такой, имеем такой новый, подрастающий класс экспертов. И потому я очень сожалею, что мы не обсуждаем сегодня проблемы ковида. Почему бы нам все энергии сегодня не налечь на такие глобальные проблемы, которые мучают все человечество и нас уже держат за горло? Почему мы не обсуждаем проблемы будущего Кыргызстана? Господин Джапаров, дайте нам картинку будущего. Каким вы видите Кыргызстан в конце своего президентства? Почему мы сегодня не обсуждаем проблемы миграции и будущее нашей молодежи? Все эти проблемы требуют самых горячих и самых обширных обсуждений. И мне кажется, что мы с вами и есть достояние, я имею в виду вот молодежь в первую очередь. Вот Асин, слушайте, Улан, вот посадили рядом со мной с таких вот бунтарей. Улан, который со мной делает детские сады на Джайлё. Но ему приходится заниматься всеми вот такими тоже делами. Давайте энергию мы направим на то, чтобы мы созидали. А такую конституцию мы не пропустим. Спасибо. Саламат Старбай.